Алексей Германович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лилия Гадель, и мне вот так повезло, что, гуляя вдоль Казанки, встретились вы. И сейчас мы находимся в музее вашего дедушки, ваша мама, его дочь Светлана. И вы сейчас как внук, как, возможно, и продолжатель династии, вы не музыкант? У меня есть музыкальное образование, но по профессии я не музыкант. Не музыкант. Хотя с инструментами, в общем-то, не расстаюсь. Отлично. То есть музыка для вас, ну, в принципе, Конечно. Музыка – это душа Театр, вашей семьи. Театр, музыка. Да. Бабушка, потому что была оперной певицей, а мама преподавала вокал, была профессором вокальной кафедры и одной из создательниц кафедры оперной подготовки, которая сейчас уже выросла в музыкальный театр консерватории. Как получилось, что вы стали куратором и исполняющим обязанности заведующего этого музея? То есть это изначально так было? Этот музей существует давно? Он давно, с 91-го года существует. И, в общем-то, первым директором была вторая супруга Надя Гаязовича, Нина Ильинична. Вот, собственно, вся подготовительная работа здесь при ней велась. Вот, но первых посетителей музей принял в 2001 году, в год 90-летнего юбилея, когда и консерватория, чьим создателем Назип Гаязович является, и первым ректором, было присвоено его имя. Вот, и сюда пришли первые посетители. И сейчас, получается, регулярно сюда приходят посетители, какие-то организованные группы, потому что удивительно по-домашнему все сделано, сохранена атмосфера. Да, это вот, как говорится, фишка. То есть здесь это мемориальный музей в полном смысле слова, потому что здесь экспонаты – это те вещи, которые окружали, собственно, мастера-композитора, которых касалась его рука. То есть это и ручка, и ноты, всё. да, все здесь абсолютно. Нет вещей эпохи. Вот это уникальность музея, таких немного и в России, а в Казани таких два, которые полностью, так скажем, были аутентичны. И, ну, еще здесь есть такая неожиданная грань, она с годами все более отчетливее становится. То, что это не только музыкальный, мемориальный музей, музей большого художника и государственного деятеля, организатора музыкального образования, но и музей городского быта, потому что эпоха 70-х годов уже, в общем-то, далека от нас, и выросло поколение, я думаю, не одно, для которых вот такой ламповый телевизор, или там телефон дисковый, или проигрыватель для виниловых пластинок, это уже, ну, как для нас, там, я не знаю, папирус или клавесин. Да, вы правы, Да. действительно. Действительно. И часто можно слышать, что посетители так невольно роняют: ой, как будто к бабушке с дедушкой попали. И действительно, переступая порог, вы попадаете почти на полвека назад. Это вот мы стараемся это сохранять. И, ну, здесь, конечно, сейчас все наши эти пандемические дела, они нарушили не только наши планы, вот, а так здесь проходят и концерты камерные, люди здесь есть, то есть инструменты, они живут, это правило уже музейное. Ну, получается, да, получается, вы заботитесь о состоянии инструментов и в целом всего обычная музея, да? музейная работа, то есть которая не видна экскурсантам. Да. Вот, конечно, это и фондовая, и реставрационная, и просто-напросто нужно делать и реставрацию помещений. Да, банальную уборку сделать, да, и то. Конечно, это, это тоже все. Но мы стараемся выходить за рамки музея. Вот книга к столетию Жиганова нами с консерватории, книга с датом была издана. Здесь несколько сотен в общем-то, и материалов, которые ранее не публиковались. Вот. У нас есть еще один проект с консерваторией и с театром «Кукольный макияд». Это спектакль по фортепианным пьесам Жиганова, вот как раз вот этим самым, который он написал своей дочке, когда она, моей маме, когда она вдруг заявила, что маленькие девочки на рояле не играют. Он написал пьесы о ее куклах. И она стала заниматься, и занималась до профессора. То есть, получается, педагогический талант, да, вот так проявился, что папа смог смотивировать девочку.
Он все время, он педагогом был, будучи ректором, он преподавал инструментовку на кафедре композиции. Вот, когда он учился в Московской консерватории, в Московском же сначала в училище, в Мерзляковке, вот, потом в консерватории на композиторском отделении, он работал в театре татарском музыкальном, а потом в знаменитом доме Асадулаева был музыкальным руководителем. И когда я там был, к сожалению, вот не застал я буквально несколько месяцев женщину, которая с ним вместе работала. Его прекрасно помнят. Вот, и мы очень дружим как бы с московским татарским сообществом. Вот, буквально вот в прошлом году мы туда возили восстановленную с консерватории оперу Жиганова «Тюляк». Это эпическое произведение по тюркским легендам. Древним либретистом там был Наки Санбет. Тоже фигура очень значимая для драматургии и литературы Татарстана. То есть получается, что у Назиба Гаязовича большая часть жизни, значительная такая серьезная часть жизни связана с Москвой. Это и образование, и первые его работы, наверное, да? И 2 жены москвички. И 2 жены москвички, вот, то есть уже неразрывная связь с Москвой, конечно. Да? И как бы учитель его, Генрих Ильич Летинский, который вел его и в Мерзляковке, и в консерватории, которому он как бы всегда был признателен. И они были не только учитель и ученик, но и как бы старшие, и как друзья, как товарищи. Вот, и, конечно, ну, потом его и государственная общественная деятельность. Он был депутатом Верховного Совета СССР. РСФСР, был в руководстве Союза композиторов СССР, РСФСР. То есть был, ну, легче сказать, где он, кем он ни был, да. Что он не делал. Но основная его задача, все это был инструментарий для того, чтобы воплотить его главную мечту. Он без пафоса просто говорил: я хочу, чтобы прекрасная музыка татарского народа была известна всему миру. И, собственно, он этого добился. Он добился, да. Скажите, пожалуйста, я, к сожалению, не очень хорошо знаю творчество. Насколько международным стало творчество вашего дедушки Назиба Гаязовича? Где играют его произведения? Держите ли вы руку на пульсе, что называется? Да, как это творчество в мире развивается? Во-первых, о его наследии. Он автор 8 опер, 3 балетов, 17 симфоний и по праву считается основателем не только консерватории, но и татарского симфонизма. Вот, и большого количества произведений иных жанров: вокального, инструментального. Кроме того, что он был композитором, он еще был и мультиинструменталистом. Он владел профессиональным фортепиано, виолончелью и фаготом. Вот. Что касается мирового признания. Ну, сначала, конечно, всесоюзное пришло признание. Это было в 1945 году, когда состоялась премьера его симфонической поэмы по сказке Гдултукая Шуралей Карлай. Вот, а до этого была в 1941 году премьера 3-й его оперы «Алтынчач» на либретто Мусы Джалиля. Это поистине классика татарского музыкального оперного жанра. Вот. А международное признание получила его опера «Джалиль», памяти, посвященную друга и человека, с которым он создал 2 оперы, вот, ту самую «Алтынчач» и еще первую татарскую оперу о Великой Отечественной войне «Ильдар». Вот, и это была дань памяти и дань как бы в отстаивании честного имени товарища. Да. И эта опера была первой татарской оперой, которую в 1959 году поставили на сцене Большого театра. Раз. Ставил ее Борис Покровский, Борис Хайкин. Тоже знаменательные, какие значительные люди. Ирина Архипова, Павел Лисицыган. Вот, и причем Ирина Александровна Архипова маме уже в 70-х или даже, по-моему, в начале 80-х годов, ну, на память они пересекались на конкурсах Чайковского. Вот, мама возила туда своих учеников, Архипова была в жюри, они знакомы были, она вот написала свою фотографию, и от исполнительницы партии татарской девушки в опере вашего отца Джалиль. То есть она это была. Для нее это был важный момент. Ну, это этап, она была еще как бы певицей, которая только-только становилась все-таки. Такой уже мировой, да, известность. Слава была впереди, то есть это был шаг.
Вот. А в 60-м году тот Джалиль был поставлен первым из татарских опер, и, я думаю, одной из первых из советских опер за рубежом, на сцене Пражской оперы в Национальном театре. То есть это одна из крупнейших и известнейших оперных площадок. И что самое интересное, в отличие от наших постановок, которые все-таки были такие традиционные, еще с декорациями, с костюмами, то есть в традициях классического оперного спектакля, чехи, они, ну, я так полагаю, что они очень слабо, поверхностно представляли, что такое республика Татарстан. Да. Вот, это было для них все вновь, вот, и татарская культура, и татарская музыка, но это и хорошо было, они были свободны от клише. И это был спектакль, где не было в 60-м году декораций, где игра была только светом, и там был воплощен, по сути, замысел Жиганова, что эта опера, она ретроспективна. То есть это на самом деле, это, ну, если хотите, это почти постмодерн. Потому что там все случается в обратном порядке. Начинается с ночи перед казнью Джалиля, и дальше он вспоминает и приходит к счастливому моменту у себя на родине. То есть это замысел там был очень достаточно сложный. Для искусства Татарстана, Башкирия, вот, и туда повезли оперу «Джалиль». Так, в 87 году, да. Это была новая редакция. Вот у нас есть клавир, в котором репетиции шли. И перед поездкой автор Насип Гаязов Джиганов, исполнитель главной партии Хайдар Бигичев, уже фигура известная. Конечно. Фуат Шакирович Мансуров, дирижер и художественный руководитель, и автор вот этой редакции, как бы, когда он переначал, сократил ее. И Жиганов очень волновался, как публика это воспримет. Ведь 30 лет назад опера была написана. Вот. Ну, говорят, что был успех, и 40 минут их не отпускали даже больше со сцены. И вроде бы в шутку Мансуров потом рассказывал, Фуат Шакирович, что Насип Гаязов мне сказал: ну, Мансур, вот можно и умереть теперь. И ночью его не стало. Мурашки. И да, когда, ну, просто никто не мог понять, настолько, как бы, эта фигура казалась основополагающей в музыкальной культуре и вечной. То есть там могли ему гадости какие-то делать, там мелкие и крупные, но все равно знали, что, ну, Жиганов, он как бы есть, и это, значит, все в порядке. Но оказалось, то, что он сделал и кого он воспитал, этого хватило для того, чтобы его детище, консерватория, жила и процветала, музыкальная культура Татарстана вполне себе на мировом уровне. Да, спасибо вам большое. То есть получается, что Насип Гаязович не только написал гениальную музыку, не только был вот на острие общественной жизни всей, да, не только был организатором, педагогом, удивительным человеком, он смог за свою жизнь еще и подготовить таких учеников, да, которые смогли достойно продолжить все, что им было начато. Спасибо большое. Спасибо вам большое за эту экскурсию. Да, обязательно. Теперь уже знаем, куда. Да. Большое спасибо еще раз за гостеприимство, за такой подробный, красивый, интересный рассказ, за любовь к музыке и к дедушке, к своему. В общем, будем рассказывать об этом нашим москвичам и молодежи. Спасибо. Спасибо, до свидания.